ветераны, сегодня мы отмечаем памятную дату. 39 лет назад началась операция в Афганистане. Многие из вас, даже знаю, участвовали в первых годах этой операции. Кто-то выходил из Афганистана. Сегодня 39 лет начала этой операции. Поэтому эта памятная дата для нас является особым событием. Мы всегда ее отмечали на протяжении всех этих лет. Вспоминали своих товарищей погибших. И в преддверии 30-летия вывода войск из Афганистана, которое состоится 15 февраля, хочу сделать небольшую информацию. 12 февраля будет общий республиканский сбор ветеранов Афганистана. Приедут все представители наших районных организаций, город Сыктывкар. 12 числа мы планируем ее отметить здесь вместе с руководством республики. Город Сыктывкар еще дополнительно выходит 15 февраля, поскольку 15 февраля это главная дата. 16 февраля совместно с нашим координационным советом и по инициативе офицеров России будет концерт, который состоится предположительно в 17 часов 16 февраля в Доме Дружбы. А сейчас хочу продолжить наше мероприятие и слово предоставляем Наталье Егоровне Кузиновской. Рядом. Хорошо, Еще раз по моей команде будем запускать шары. Хорошо. Слово предоставляется представителю боевого братства. 39 лет назад наши войска, ограниченный контингент, вошел в Афганистан. Для нас это памятная дата. Следует отметить, что наши войска не только проводили боевые операции по уничтожению баз и подразделений маджахедов, которые западная пресса называла повстанцами, но и строила больницы, дороги, воду проводила в кишлаке. То есть то, чего сейчас не делает группировка американцев, находящихся там. Много наших боевых товарищей осталось на той земле или вернулась домой, выполнив свой долг до конца. Мы всегда будем помнить их. Дай Бог им светлой памяти, а их матерям здоровья. Слово предоставляется председателю общественной организации ветеранов боевых действий МВД Лобанову Василию Петровичу. Уважаемые друзья, боевые товарищи, уважаемые женщины, сегодня для нас всех памятный день. Сегодня ограниченный контингент 39 лет назад вошел на территорию Коммунистической Республики Афганистан. В первую очередь, конечно, хочется сказать, что наши советские войска вошли туда не как оккупанты, а как действительно помощники освободителей, выполняя интернациональный долг. В первую очередь они защищали мирное население, конечно же, защищали интересы нашего советского государства, столкнувшись с таким явлением, как терроризм, ограждая нашу страну от терроризма, от волны. Конечно же, наши войска, наши представители строили там в Афганистане дороги, строили больницы, строили различные социальные учреждения. И сейчас, по воспоминаниям тех же самых муджахедов, лучше, говорит, остались бы советские войска, чем мы сейчас находимся под американцами. Еще хотелось бы напомнить вам, что сегодня, 25 декабря, исполняется годовщина
трагической гибели ансамбля хора Александрова. В том числе в самолете летели доктор Лиза, детский педиатр, журналисты. Они погибли, выполняя свой долг. Поэтому предлагаю минуту молчания по погибшим нашим боевым товарищам в афганской войне и в других военных конфликтах.